Малика Равкатовна, о вашем служении много написано и сказано. Многочисленные признания и поощрения свидетельствуют о вашем успехе на поприще благотворительности. Расхожая истина гласит: все идет из семьи. Расскажите о ваших родителях, ведь ваша деятельность не в последней мере их заслуга. Может быть, вы дадите какой-нибудь совет современным родителям и детям из своей жизни и из своего детства? Я родилась в благополучной, интеллигентной семье. Мой отец имел 2 высших образования. Мама — педагог, отличник, в системе образования. В семье мы как бы росли в атмосфере любви и семейного тепла. Я думаю, что мы, получили достойное образование. Я благодарю своих родителей, что вот они нам дали как бы всё возможное, что могли. Я с уверенностью могу сказать, что воспитывать надо не словами, а поступками, делами своими. Вот. Помню, как из жизни своей, из своего детства, мы как бы жили в большом доме, дружной семьей. И родители были очень гостеприимными. И когда кто-нибудь оставался проездом в нашем городе, без ночлега, и оставался почти на улице, отец всегда приглашал его к нам домой. И причем это он делал бескорыстно. То есть помочь, именно вот у него было такое желание помочь людям именно вот в трудной ситуации, кто оказывался. И мы с детства впитывали вот это все. И глядя на родителей, мы всегда как бы делали выводы. То есть родители нам как бы учили нас своими поступками, своими делами, учили нас милосердию, доброте. Помню даже еще один случай с детства, как отец нам напомнил, что мы хотели накормить голодную собаку на улице, но забыли об этом. И несмотря на вечернее время, он предложил нам вместе пойти и накормить ее, не оставлять на завтра. Вот это тоже о чем-то говорит, понимаете? И вот сейчас мы учим своих детей тому же. То есть учим как бы все, что как бы учили нас родители, мы тоже также учим детей. И очень много таких случаев, которые как бы из детства. Потому что дети, как промокашки, они все впитывают. То, что делают родители, они точно так же это все перенимают. Со времен мечети Левченко вы занимались незрячими. Был реабилитационный центр Иордании для незрячих. А как пришла идея работы с сиротами? Почему именно они? Ну, во-первых, в поселке Левченко при мечети Сулейман мы занимались не только незрячими. Мы занимались со всеми категориями людей, которые к нам обращались за помощью. То есть это были и малоимущие, и многодетные семьи, и инвалиды различной категории, и дети-сироты, и дети с девиантным поведением, и многое другое. А вот по поводу того, как мы начали заниматься со сиротами, здесь как бы в 2 словах не расскажешь, но хочу сказать так, что мы очень часто выезжали по детским домам, республиканским и городским, с благотворительными акциями, то есть оказывая помощь таким детишкам. Я была невольным свидетелем судеб детей-сирот. И у меня всегда волновал вопрос: а куда же идут эти дети, выпускники этих домов, как они устраиваются, о дальнейшей их судьбе? Как они в дальнейшем устраивают свою жизнь. И когда я задавала вопросы директорам таких домов, предприятий, таких домов, детских домов и работникам, не получала конкретного ответа. То есть они как бы слышала то, что наша задача довести их до совершеннолетия, а дальше как бы это не наша забота. И когда вплотную начала изучать этот вопрос, то оказывается, что многие дети, выходцы из детских домов, они не все могут устроиться в этой жизни. То есть если 10% детей устроятся, то это уже хорошо. Многие из них как бы не подготовлены к взрослой жизни и теряются, ломаются, там кто-то спивается. И поэтому вот этот вопрос меня как бы долго мучая, я приняла решение, что я возьму несколько детей в свою семью и чем-то, чтобы помочь им. Но, конечно, долго не решалась сказать своим близким это. А когда уже узнали мои родные о том, что я вот о моем желании, о моем намерении, то они, конечно, быстро согласились. Тогда началась подготовка вот именно вот, чтобы взять в семью таких вот сложных, больных детей и
помочь им, как бы, то есть которых никто не возьмет, от которых всех отказались и которые никому не нужны, то есть и помочь таким детям как бы восстановиться, реабилитироваться. И вот тогда, вот в 2014 году мы закупили 2 дома в Тюлеченском районе и как бы взяли таких детей в свой дом детей, который называется сейчас «Семейный очаг». У меня сейчас в данный момент 13 детей, но уже взрослые, уже, которые вышли, они уже как бы выросли, у них как бы живут самостоятельно, у них своя жизнь. Но детей, дом, как бы, как считается теперь уже родительский дом, они все время приезжают, как бы, и по воскресеньям, по праздникам мы собираемся вместе и также проводим как бы семейные все праздники вместе. То есть у нас свои, да, у нас теперь свои традиции, свои семейные всякие. То есть и вот мы всегда вместе. Малика Равкатовна, вы устаете? Морально, физически, эмоционально перегораете или есть некий неиссякаемый источник жизненных сил? Где вы берете вдохновение? Ну, знаете, когда человек помогает, работает, помогая людям, да, он не устает. Такое вот есть выражение, то, что когда ты делаешь что-то, какие-то добрые дела, силы сами приходят. То есть, когда ты видишь удовлетворение своей работы, когда ты видишь результат своей работы, то, естественно, как бы восстанавливаешься. И хочется делать еще больше и больше. Конечно, иногда, что лукавить, я иногда тоже хочу там посидеть дома, там ничего, ну, как бы ничего не делать, там с семьей, там с детьми. Но у меня не получается, потому что я люблю свою работу, и даже это не работа моя, это моя жизнь. Я живу этим. Вот сколько людей я замечаю, что вот они работают, да, но они не любят свою работу. Они ненавидят, потому что им не нравится их работа. А работа нужна быть, да, действительно, человек должен выбирать такую работу, которая действительно с душой и с любовью это делать. И тогда она будет не просто работой казаться, то есть это большое счастье. А вдохновление приходит тогда, когда ты видишь результат. Понимаете, вот как бы человек, когда вкладываешь свои усилия, и ты видишь, что человек меняется как бы в лучшую сторону, встает на ноги, становится более самостоятельным, более как бы считает себя важным в этой жизни, считает себя, как бы старается помогать, ну, как бы приносить пользу, и ты, видя вот это, конечно, получаешь стимул и мотивацию еще больше делать. Многие путают мечеть и благотворительность, хотя в числе ваших реабилитантов много не мусульман. И, насколько я знаю, религия не входит в основной процесс реабилитации. Как вы для себя разграничиваете религию и служение людям? Ну, во-первых, хочу сказать, если я мусульманка, я не ставлю себе цель там кого-то в ислам агитации всякие проводить, да. И наш благотворительный фонд в переводе с татарского означает помощь. И причем помощь это независимо от возраста, статуса, национальности, вероисповедания. То есть мы помогаем всем, кто к нам обращается. И вот символ нашего фонда подсолнух. А внутри вот эти много-много семечек, да, вот семян, это много-много добрых дел. Мы стараемся, чтобы люди видели, как бы видели, сколько возможностей на земле, сколько возможностей можно помогать, сколько людей, нуждающихся в помощи. И вот привлечение общества, проблемы таких людей, проблемы таких инвалидов, там, скажем, да, малоимущим, людям, которые действительно нуждаются в поддержке и помощи, это немаловажно. В нашем фонде очень много как бы направлений, которые мы стараемся реализовывать в этой жизни. Работа с малоимущими, работа, значит, с алко- и наркозависимыми, направление такое есть, работа с заключенными, то есть люди, которые находятся в местах лишенных свободы, работа с инвалидами, работа с сиротами, работа с подростками, детьми с девиантным поведением и многое другое. И поэтому как бы здесь мы не ставим никаких ограничений. Наоборот, кто к нам обращается за помощью, мы стараемся им всем помогать. Фонды существуют, то есть на пожертвования в основном, если это благотворительные организации, то есть ищут спонсоров, ищут как бы волонтеров и сами ищут средства
чтобы как-то помогать другим людям. Намерение у каждого свое. То есть, если кто-то там хочет помочь, скажем, сделать какое-то доброе дело, то это, наоборот, восхваляется. Всевышний же все видит. Прекрасно.